Меня зовут Каракчева Земфира Ивановна. Каракчева это у меня не девичья фамилия Канева. Канева Земфира Ивановна. Я родилась сама в Омане. Я коренная воманская. У меня родители, папа воманский, папа был воманский, а мама Читаевская, Прилуцкий район. Вот. И они жили вместе с 54 года. Но уже папы и мамы уже нету, их живых уже. А это дело я взяла, этот стан у меня у мамы, материнской, как бы, приданное у мамы. Вот я взяла у нее, попросила, она мне дала. Я вот уже этим делом сама занимаюсь уже лет 13. Точно уже это дома, уже вот здесь. У нас бабушка ткала очень долго. Вот у папы мама. Мама сама долго у нас ткала сама. Потом, как уже перестала, и вот я вот он взяла у нее это. Как будто у нас дед уже как бы династия от бабушки. А может у бабушки это уже раньше же все ткали. У всех это было. Мы вот у бабушки у нас всегда мы ходили к ней. Вот я же говорила, вот это первые половики, это в 80-м году, значит, мне было тогда 25 лет. Вот мы перешли в этот дом, 25 лет, мне это в сентябре, а в октябре 25 лет было. Это половики вот эти я сама ткала у бабушки. Бабушка мне поставила, я тогда ставить еще не умела. Бабушка мне поставила, я работала сама киномехаником, приходила днем, что у нас киномеханика, днем-то это, есть время. И вот я сама там сидела и ткала. Как будто свои половики уже я стелила в новый дом. И у меня крестная тоже ткала, но уже меня уже научила ткать, крестная. Вот эти ставить, все это же, все работу надо делать. Вот это вот сначала вот сюда мы заматываем все, потом вот тут уже все надо завязывать отдельно, по отдельности, все нитки. Вот это уже меня научила крестная. Она научила, а потом уже сама, потом я научила, вот Мария Александровна я научила, она тоже вот сейчас тоже делает это все сама, уже сама же делает. Вот. Вот так и научились. Не знаю, потом дальше кто будет, может уже не будет, никто может и будут, кто знает. Да, это внучка у меня, в этом году идет 5 класс, идет. Дочка, у меня только одна дочка, вот внучка, это, ну, наверное, они же в городе сейчас живут, сейчас городские ведь. Не знаю, я это ничего не могу. Будут, если желание будет, я просто, конечно, научу. А если не будет желания, то как тут? Пока смогу, я сама буду ткать, пока смогу. А потом, кто знает дальше, что будет. Не было такого, что подбегала внучка, и что там бабушка? Было, садятся и все. Чему, вот, садятся, у меня еще младшая, еще где-то есть внучка тоже она приходит и вот дергают, все, вот им интересно, правда. Помогает, не помогает, а просто вот садятся. Из школы приходили раньше, из садика тоже приходили все дети. Эти сейчас вот Чомер-то делает у нас в Омане-то. Туристы тоже каждый год приезжают. Каждый год сюда приводят этих туристов. По 2 группы приходят. Сюда прямо, да, сюда. Как бы экскурсии делают. Вот ко мне, Марии Александровне, вот приходят, да, туристов. У нас Ольга Рафаэльевна, она делает это, нам предупреждает, все. Сделайте, чтобы все было. Вот в этом году говорят, Чомер-то, наверное, будет. И вот тоже опять уже надо, я это закончу и уже буду ставить уже на октябрь месяц. В этом году я уже ткала, это уже я поставила уже 4-й раз. 100, так скажу я, так 35, 60, 60, 100, 100, 105 метров уже без этого. Я в этом году уже ткала. По заказу. По заказу. Заказывали, да. Вот, в Оманском я ткала, а один раз ткала я брату двоюродному Баджиром. 2 братьев двоюродных уже я обеспечила. А на выставку только вот, что вот в Дом культуры у нас берут вот на Чомера, так-то я никуда еще не отправляла. Я сама что, продаю, берут. У меня у самой дома новых половиков нету, я честно скажу. Внучка всегда говорит, бабушка, это себе. А так-то выходит, что покупаю, да, продаю потом.
У меня половик уже в Ростовскую область увезли, там подруга у меня вот была, переезжала, я это подарила ей. В Владимирскую область купили, приезжали, в Киров приезжали, вот там тоже родственники, они предложили, но они видели, в Комигор, наверное, видели, как говорят они. Асмувулин, нас же снимали, нас показывали. Вот, тоже приезжали, покупали. В Прилукском районе уже сколько я отправляла, тоже вот тоже на Комигор, вот видели же на Комигор, вот там они потом звонят, заказывают, через знакомых, вот так. Так что идет, работа пока идет. Только я работаю, только я делаю это летом. С весны, вот скажем, с апреля начну потеплеет, уже терпения нету, надо выйти делать, надо выйти делать. Вон печку новую сделали, там печка разваленная была, да холодно было, да. Да, и вот до осени, пока не похолодает. А зимой вот я делаю материал. Зимой делаю материал. Попрошу, прошу у всех этих старые. И целыми днями там сижу и режу. Материал делаю на весну. Время. Сколько надо? Ну, я вот, например, иногда сажусь вот так. Вот это у нас как бы это вот ну, минут, так иногда засекаю, минут 15-20. Вот это делаю. Потом же устаешь, потом отдыхаю, зайду домой, чай попью, опять пойду. Если вот ничего не делать не надо так, иногда вот такие полоски я делаю до 17 штук в день. До 17, а если там времени-то меньше, это штук 7-8, так до 10. Вот тут у меня 30 метров. Вот. Я и говорю, душа тянется. Это вот как уже апрель месяц, уже вот уже хочется, вот все уже надо выйти, печку затопить, надо делать, вот уже как бы уже терпения не хватает, надо вот делать. Это уже, наверное, как-то вошло нам привычку, что ли, я не знаю. И вот не могу, я уже вот надо. Вот так. Я сижу вот целыми днями, так иногда не, это, одна сижу, вот работаю, это думается все. Телевизор мы сделали, включу телевизор, вот так и целыми днями. Зайду дома, посижу, это, чай попью, покушаю, опять выйду. Если что-то надо делать, выйду, это сделаю, и опять сюда зайду. Вот так и работаю. Надо только желание, я думаю так. Желания, если нету, бесполезно. Вот у меня крестная, у нее вот дочка есть тоже. Она всегда говорит, Люся, Людмила. Я говорю, Людмила, говорит, начинай. Я, говорит, не хочу. Не хочу, говорит. Значит, у нее, значит, желания нету, давай. Надо желание, чтобы желание, если было. У меня вот было желание, я у мамы попросила стан. Если не было желания, я тоже могла не взять. Потому что я у мамы смотрела, у бабушки смотрела. Мне вот нравится вот это делать. Вот и делаем. Это очень крутило, потому что в прошлом году к нам же приезжали с кузнецы-то. В прошлом году же к нам приезжали кузнецы. Тоже они были у меня. Приходили тоже. В этом году говорят, Чомер тоже будет. Не знаю потом. На Чомер у нас приезжают туристы каждый год. Много лет приезжают туристы.
так и работаем.